Друзья, приветствуем вас на подкастах Министерства юстиции. Сегодня мы говорим о цифровизации в сфере права. Наш гость Садагалиев Искендер Муратович, заместитель министра юстиции Кыргызской Республики. Здравствуйте, Искендер Мурза. Государство активно внедряет цифровые решения, и Минюст в том числе. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее. Вообще Кыргызстан, он ведет такую последовательную, поступательную государственную политику в области цифровизации, и Министерство юстиции тоже не остается в стороне, и автоматизировали практически все свои процессы в рамках своего функционала. Это позволило облегчить, дебюрократизировать наши внутренние процессы и облегчить обращение граждан за теми или иными услугами. Отдельно хотелось бы выразить, то есть выделить систему нотариата, да, если раньше при осуществлении нотариальных действий это все заполнялось вручную, на бумаге, были даже бланки там определенные. Теперь это все делается в одной информационной системе, все нотариальные действия осуществляются в информационной системе, что исключает там коррупционные моменты, подлог там, и так далее, и так далее. Очень много факторов. С прошлого года мы начали поэтапное внедрение системы электронной регистрации юрлиц, что позволило нам исключить необходимость обращаться лицам, которые хотят зарегистрировать свои юридические лица, в органы юстиции физически. Мы начали с простых форм собственности в виде общества с ограниченной ответственностью. Пилот показал себя хорошо, и поэтому мы расширили организационно-правовые формы. Это вот теперь закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество и так далее. Теперь вот эти юридические лица, чтобы их зарегистрировать, мы полностью отказались, кстати, от необходимости посещения органов юстиции. Теперь для регистрации юридического лица необходимо собрать необходимый пакет документов, зайти на портал Министерства юстиции, подать документы, прикрепить их, подписать электронной подписью и ждать в установленные законом сроки. А как вы думаете, какой эффект это будет для экономики Кыргызстана, либо для самих предпринимателей, возможно, кроме экономии времени, допустим, может быть, еще какие-то плюшки будут для предпринимателей и в целом для экономики Кыргызстана? С точки зрения экономики я не могу сказать, поскольку я не экономист, но я предполагаю, что создание условий для создания бизнеса, то есть благоприятных условий для открытия бизнеса, это все очень должно хорошо сказываться на экономической составляющей. Я думаю, это хорошо и для тех, которые в дальних регионах находятся, да, для того, чтобы легализовать свои какие-то бизнес, какое-то предприятие. Даже если это Коломерчу, например, да, он решил выйти на рынок, ему нужно легализоваться как-то. В том отношении, что бизнес должен развиваться или развивается в регионах, мы также скоро перейдем и на онлайн регистрацию фермерских хозяйств, там, крестьянских хозяйств там, и так далее. Это все тоже должно, какой-то будет эффект и для бизнеса в регионах, и в целом экономики. То есть постепенно, шаг за шагом, да? Еще одна инициатива — система электронного наблюдения. Как она работает, какую цель преследует? И еще вот как раз-таки последние, по-моему, 2 месяца назад, да, вышел закон о том, что с помощью электронного наблюдения будем защищать жертв семейного насилия. Можете об этом, пожалуйста, тоже рассказать поподробнее? В прошлом году были инициированы поправки в уголовно-процессуальное законодательство, где была внедрена новелла в уголовное законодательство и введена мера пресечения в виде электронного наблюдения.
ну, мы все привыкли к классическим мерам пресечения, то есть когда лицу подозреваемому избирают меру пресечения, мы, как правило, избирали домашний арест, Мгм. подписку о невыезде. В прошлом году вступили поправки в уголовное законодательство, согласно которым в меру пресечения добавлена новелла, новая мера пресечения в виде электронного наблюдения, ну, либо содержания под стражей. И вот инициатива Минюста была поддержана парламентом и нашим президентом. С прошлого года, с июня месяца мы запустили эту инициативу в реализацию. Тем лицам, которые раньше в преобладающем большинстве случаев содержались под стражей и приобщались к вот этой культуре, вы понимаете, о чем я, да? Да. Теперь у них есть возможность не изолироваться от общества, а до решения суда, до вступления приговора в установленном порядке в законную силу находиться на свободе. Но при этом то есть имеются определенные ограничения. Это какие? Следователь, прокурор, либо судья, когда при избрании ему меры пресечения в виде электронного наблюдения определяет ему границы, за которые он не может выходить. То есть там условно ему назначили меру пресечения там, в виде электронного наблюдения, но он не должен покидать условно административно-территориальную единицу, ну, например, город Бишкек, либо там Октябрьский район, условно я говорю. И наше структурное подразделение, которое ответственно за мониторинг, у нас, как вам известно, есть мониторинговый центр, где наши сотрудники 24/7 мониторят за каждым клиентом, то есть не клиентом, а за каждым подследственным, которому избраны вот эта мера пресечения. Там выбирается режим простой, интенсивный, и он должен, например, вот я сейчас про Face ID говорю, там два инструмента есть отслеживания. Это электронный браслет, когда ему на руку надевается электронный браслет. Наши ребята также смотрят за ним 24/7. И есть мобильное приложение, которое устанавливается ему на мобильный телефон. Ну, если у него есть возможность, если у него есть мобильный телефон, ему устанавливается это приложение, и он там в течение дневного, то есть там, условно с 8 утра до 10 вечера в рандомном порядке ему приходит пуш-уведомление, он должен себя сфотографировать, повертеть вот так вот головой и подтвердить, что он находится рядом с телефоном. И наши браслеты и телефон, они исключают стигматизацию, там абсолютно, и не поймешь, они выглядят там как Apple Watch, да, как Apple Watch. Вот, и у меня есть статистика, сейчас покажу. Значит, с момента функционирования деятельности управления мониторинга, вот Минюстом в прошлом году было создано целое подразделение. С июня месяца 2024 года по настоящее время вынесено 631 постановление об избрании меры пресечения в виде электронного наблюдения. То есть, это вот, грубо говоря, 630 человек не приобщились к вот этой... К тюремной жизни, да? К вот этой, так скажем, романтике, да? Да. И это нагрузка, это же еще нагрузка на государственный бюджет. Его надо там охранять, его надо кормить, какой-то базовый минимум ему нужно будет создать. Например, если в случае с телефоном, он может вместе с телефоном находиться где угодно и показывать свое лицо, идентифицировать себя. Он может находиться, ну, например, ему... Ну, если ему определили город Бишкек, он не должен покидать город Бишкек, проходить идентификацию по Face ID, и все, больше ничего. Геолокация? А мобильное приложение, оно построено таким образом, что оно берет
геоданные как раз, А, ага. и наши сотрудники смотрят, где он находится. Здорово. А как это используется в защите жертв семейного насилия? Ну вот, в этом году также парламентом был приняты поправки в законодательство, президентом подписаны. В отношении жертв насилия также будут применяться электронные браслеты и мобильные приложения. Мгм. Ну, то есть, грубо говоря, если произошел факт семейного насилия, супругу, который осуществляет семейное насилие, будет вешаться, например, браслет, Мгм. а жертве семейного насилия будет установлено мобильное приложение. Мгм. И система будет, в случае, если он будет приближаться там, на определенное расстояние, Мгм. то наши сотрудники сразу об этом узнают и забьют тревогу для оперативного реагирования там, М. службами. То есть Либо если жена будет обижать мужа, ну и такие случаи, кстати, тоже есть. То есть это не всегда в одну сторону, да? не всегда, да, в одну сторону. То есть если жена будет обижать мужа, то есть можно будет тоже супруге одеть браслет, а мужу установить мобильное приложение. Да, интересно. В Казахстане приняли, кстати, закон о сталкерстве. Возможно, у нас тоже это будет в будущем, чтобы и сталкерам тоже не позволять Приближаться. да, приближаться к объекту, да. Хорошие новости, спасибо большое за такой рассказ. А у нас еще есть с 25 июня, кажется, заработала система электронная постель, если я не Да. ошибаюсь датой. Это облегчило, наверное, жизнь большинства студентов, которые уезжают, и в целом людей, да. Что вы можете об этом рассказать? Что интересного в этой сфере? Ну вот как раз в этом году, летом, мы разработали новую информационную систему «Электронная постель». Спасибо, отдельную благодарность, признательность хотел бы выразить ребятам из госучреждения УХУП при Генеральной прокуратуре. Они на наш запрос очень быстро отреагировали и помогли нам создать эту систему. Грубо говоря, если раньше для проставления апостиля, ну что такое апостиль, наверное, ну я вкратце постараюсь объяснить, Мгм. например. Апостиль проставляется на документы, выданные нашими государственными органами. Например, вот вы сказали про студента. Студенту нужно будет проставить апостиль на своем документе о высшем образовании или там о школьном образовании, ну, чтобы поступить в какой-то зарубежный вуз. Министерство юстиции проставляет этот апостиль на физическом носителе, то есть вот, ну, на дипломе, там, то есть на копии диплома, и говорит о том, что да, этот документ был выдан в установленном порядке, и, ну, грубо говоря, мы его заверяем. Вот раньше, чтобы получить этот документ, необходимо было прийти в органы юстиции, там простоять определенное время в очереди, а теперь ему опять нужно просто зайти на портал Минюста, загрузить свой документ, прикрепить его. Там выходит QR-код, оплатить сгенерированный QR-код, оплатить за услугу, там госпошлина и так далее. И подождать. И через некоторое время уже проставленный апостиль выдаются в электронной форме. Вот здесь вопрос, да, не все же страны настолько цифровизированы. Если человек едет в какую-то страну, где цифровизация еще не развита, и они как бы привыкли к печатям, подписям, в таких случаях что делать? Но это документ уже установленного образца, и мы все участники Венской конвенции, и там эти вещи, они прописаны. То есть, ну, Кыргызстан одна из многих стран, которые автоматизировал этот процесс. Я думаю, что это единичный такой, возможно, случай. Если честно, я об этом даже и не задумывался. Хорошо, спасибо. Недавно, да, Министерство юстиции выпустило новости о том, что ЦБД обновляется.
ЦБД обновляется, теперь он Мейзам KG, пока в тестовом режиме. А, ну, многие слышали о нем, многие, но мне кажется, это мое личное мнение, что им больше пользуются юристы и, возможно, журналисты, чтобы искать какие-то новости в законодательстве. А, Я бы хотела, чтобы люди поняли его ценность. Поэтому расскажите об этом. Ну, в чем ценность этого инструмента и что он дает людям в целом, сам ЦБД, его значение и его связь с государственным реестром НБА. У нас есть управление правовой информации, Мгм. которое ведет реестр нормативных правовых актов. То есть Мгм. любой нормативно-правовой акт, он должен быть зарегистрирован в этом реестре. То есть, Чтобы он вступил в чтобы силу, он да. вступил в силу. То есть, одним из оснований вступления в силу НПА Мгм. является вот как раз его включение в этот реестр. Мгм. И сотрудники управления правовой информацией, они ведут базу данных нормативных правовых актов. Вот мы сейчас в пилотном режиме ведем базу Мейзам KG. То есть, ну, это та же самая база, просто она обновленная, там интерфейс поменялся. Мы облегчили Мгм. интерфейс, чтобы он был такой вот, очень такой Проще. кликабельный и понятный для, например, многие же, ну, только юристы, там, государственные служащие Мгм. могут свободно найти тот или иной нормативный правовой документ, который им нужен. В ЦБД так и было, довольно Да. сложно было найти, А да. мы сделали функционал таким образом, ну, грубо говоря, если там вот мы поделили, если вы видели, мы поделили Да. прям на сферы, Мгм. там, например, там, уголовное законодательство, то есть и когда ты кликаешь, то там выходит, например, уголовное законодательство, там экономические Мгм. какие-то вопросы, там, я не знаю, конечно, эта система будет дорабатываться, и, например, если она жертва семейного насилия, опять, да, возвращаясь, чтобы ей совсем было понятно, Мгм. чтобы она нажала, там, грубо говоря, меня бьет там муж, чтобы нажала, и чтобы там были подсказки, что делать, да. Ну, Мгм. то есть мы к этому придем, Мгм. я думаю, скоро. Но Вот. в целом уже то, что оно группируется, что это, например, Да, мы семейное право, систематизировали это все да, очень. и улучшился поиск, насколько я знаю, поиск, по крайней мере, то, что я попробовала поюзать его. Раньше в том старом ЦБД довольно сложно было найти какие-то документы. Да, можно было, но для этого нужно было знать какую-то терминологию. А сейчас он стал Да, он намного был легче. сложнее с Да. точки зрения поиска. Эти вещи мы оптимизировали, и сейчас, конечно, легче стало искать. Ну Мгм. и многие, сами не осознавая, они пользуются нашей базой. То есть, например, многие ищут документы, они не заходят прямо на сайт Минюста, то есть Мгм. базу ЦБД, Мгм. они забивают в Google, и Google выдает им ссылки. Они... Я знаю, что в рамках цифровизации сферы права еще и в рамках дебюрократизации Министерство юстиции инициировало цифровизацию судебных процессов. А, Расскажите об этом. Да, мы в рамках дебюрократизации, значит, инициировали поправки в уголовное процессуальное законодательство, где ввели институт обязательной аудио-видеофиксации судебных заседаний в Мгм. уголовном судопроизводстве. Мы считаем, что это позволит дисциплинировать участников процесса, защитить также участников процесса, Мгм. там, всякого рода моментов. Вот. И очень важный момент, что отсутствие, теперь это в законе прям прописано, что отсутствие аудио-видеофиксации будет являться основанием для отмены либо пересмотра судебного решения. То есть это довольно очень такие серьезные меры, которые говорят о том, что Мгм. государство ведет, опять же, такую последовательную, поступательную политику в области
создания таких, да, условий Мгм. для повышения прозрачности судебной системы в целом. Кроме этого, еще онлайн-трансляция судебных заседаний. Да, это тоже очень интересная такая инициатива. Этим же законом были внесены поправки, как раз ввели институт онлайн-трансляции. Мгм. Ну, там же опять онлайн-трансляции, они не обязательны, как аудио-видеофиксация, но они, с согласия участников процесса, они могут транслироваться там на определенных порталах. Ну, неважно, может быть и YouTube, может быть там на госканалах там это будет Это прям делаться. открытые, да? Прям Прям открытые, открытые, да. да. Мгм. Ну, там за исключением случаев, связанных там есть Государственная тайна. Всё-таки, да. гостайна, Мгм. там вопросы, связанные с половой неприкосновенностью, ну, чтобы это не стало достоянием общественности. Мгм. Вот не знаю, захотите вы ответить на этот вопрос или нет. Было ли в судебной системе было ли какое-то сопротивление? Ну, прям такого сопротивления не было, но были, конечно, со стороны судебной системы некоторые опасения Мгм. о практической реализации данного закона, потому что Мгм. практическая реализация закона подразумевает, это же оборудовать нужно все Да. залы, там должны быть сервера, это все должно храниться, причем храниться должно долго. Мгм. Нужно будет в каждый судебный зал там ставить свои станции по записи, По всему либо это Кыргызстану. централизованное хранение. То есть, ну, это вот вопрос уже больше компетенции Мгм. судебного департамента при Мгм. Верховном суде. Но в целом вот такие опасения, конечно, были. Мгм. Но парламент принял закон, наш уважаемый президент его подписал. Мгм. И уже назад пути нету, поэтому мы видим и приветствуем Мгм. работу Верховного суда в этом направлении. Мгм. Да, это классно. Но еще я знаю, что вы ведете работу по цифровым доказательствам. Хотя информации у меня об этом полностью нет, но хотелось бы от вас услышать. Да, действительно, мы с лета этого года ведем работу по внедрению института Мгм. цифровых доказательств в уголовное, в уголовное законодательство. Что это цифровое доказательство? Все думают, что цифровые доказательства это вот, ну, многие обыватели простые думают, что это вот какой-то скриншот, Видеозапись, скриншот. скриншот там с телефона, WhatsApp там, и так далее. Но в эпоху, когда по всему миру растут преступления, связанные там, с цифровой средой, там, Мгм. киберпреступления, очень много мошенников, криптовалюта и так далее, мы должны вовремя на это реагировать. Реагировать должны путем принятия соответствующих нормативных правовых актов. Мгм. Вот как раз мы ведем работу над приданием юридической силы цифровым доказательствам путем внесения изменений в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс. Это электронные следы, которые оставляет злоумышленник. Их нужно правильно изъять, Мгм. процессуально оформить и провести экспертизу на те или иные цифровые электронные доказательства. Мгм. Это те же самые метаданные, например. Любой злоумышленник, пользуясь каким-нибудь мессенджером, Мгм. он может оставлять какие-то метаданные, которые могут быть изъяты и Мгм. каким-то образом его изобличить. Мгм. Чтобы с этим работать и чтобы правильно с ними обращаться, вот как раз мы вводим вот этот институт. Мгм. Для нас эта тема очень новая. Мы сейчас как раз на таком этапе, когда мы уже понимаем, куда мы движемся, Мгм. уже у нас есть такой драфт Мгм. документ. А мы готовы к этому?
В целом, наше МВД, наша страна. Ну, потом будет в процессе имплементации закона будут обучение для прокуроров, следователей, будут написаны методички, пособия, по которым вот они будут работать. А в целом вопрос не то, что мы готовы, мы уже давно должны были этот институт вести, потому что вот у нас есть вот этот пробел в законодательстве, где мы... Можете ли вы сказать что-нибудь, не знаю, либо пожелания, может быть, либо свои выводы, либо что-то от себя нашим слушателям? Вот касательно дебюрократизация, то есть одним из элементов дебюрократизации тут как раз и цифровизация своих процессов. Главный элемент. Я думаю, что один из главных элементов, как раз если мы хотим облегчить и себе жизнь, то есть для сотрудников госорганов и для граждан, то есть, ну, наверное, ничего лучше не придумали, как оцифровать эти процессы, автоматизировать процессы и облегчить жизнь тем самым. Что вас мотивирует? Мотивирует, я думаю, что, наверное, это результат. Ну, когда ты видишь, грубо говоря, утром ты посеял, а вечером ты видишь результат работы, что что-то вот, оказывается, ты не зря ты вот сегодня поработал там в поте лица. Вот, я думаю, ничего лучше так больше не мотивирует, чем результат. Ну, бывает, когда там руки опускаются, что вот что-то делаешь, а вот что-то не получается. Но ты меняешь тактику и опять приходишь заново утром на работу, и с новой тактикой ты начинаешь работать. Работая на государственной службе, будучи заместителем министра юстиции, да, вся ваша работа заключается в том, чтобы облегчать жизнь населению, в том числе молодежи. Скажите, пожалуйста, ваши пожелания. Ну, я хотел бы пожелать молодым людям, которые поступают на государственную службу, не рассматривать государственную службу как источник наживы или улучшения своих каких-то там материального состояния. То есть это не то место, где можно обогащаться. Спасибо, Искандер Муратович. Спасибо. Это был подкаст Министерства юстиции. С вами были Искендер Сыдыгалиев, замминистра юстиции Кыргызской Республики, и я, ведущая подкаста Джилдыз Джороева. Оставайтесь с нами.